Всем добрый день. Меня зовут Бахтияр Базарбеков. Мое зрение 5% с рождения. Но, несмотря на это, я живу полноценно, радуюсь этой жизни и мотивирую свое окружение. 5% это как вот в 2-3 раза свернуть файл и через него смотреть на мир. Но, может быть, счастье, может быть, еще как, но я не знаю, как видит 100% зрячий человек, поэтому мне не с чем сравнивать. Я для себя понял одно, что моя миссия заключается в том, чтобы своим примером мотивировать окружение, своим примером показать, как можно жить полноценно, ярко, насыщенно, даже не имея зрения практически. Я поздравляю всех участников с их победой над собой. Я поздравляю всех нас. Это настоящая модернизация сознания. Вперед, к победам и всего самого наилучшего. Что я могу пожелать? Что может мама пожелать своим детям? Счастливого пути, здоровья им. Из недавних моих достижений, которыми я горжусь, это как раз вот создание «Спорта без границ», проекта, социального проекта «Спорт без границ». И в рамках этого проекта мы провели масштабный веломарафон Астана-Париж. На велосипеде доехал от Астаны до Парижа. Привез команду из слабовидящих, незрячих людей, волонтеров, стал капитаном команды, основателем вот этого проекта. И мы действительно показали такой мощный пример, ну и сами этим гордимся. Астана-Париж на велосипедах за 36 дней. Это был вызов, действительно вызов для нас самих и, конечно же, возможность показать, что наши возможности, наш потенциал, он очень недооценен. Мы действительно провели масштабную работу в кратчайшие сроки. Мы подключили, очень хорошо нам содействовала государственная система, это и МИД, и МВД. Мы разослали все письма, на это Олимпийские, паралимпийские комитеты. Там очень много было стейкхолдеров вокруг для того, чтобы этот марафон прошел значимо. В каждом городе у нас были встречи с сообществами, с людьми, пресс-конференции, круглые столы. В таком взаимодействии мы проехали 7 стран, получается. Через 7 стран. Наши наставники, менторы тоже, да, вот. Я говорю, ребят, это вот нереальная какая-то штука. Вот вы что-то затеяли. Может, пока хотя бы вот мы проедем Алмата-Ташкент, что-то такое вот, такое менее там. Все нормально встретим. То есть это одна граница всего. То есть это у вас сейчас нет ни визы, ни там велосипедов толком, там, грубо говоря. Это как? Это какое-то ребячество, наверное, или что-то еще. То есть мы говорим, наверное, да. Мы на тот момент уже понимали, что вот в этой синергии, в этом командном подходе мы можем преодолеть эти преграды. «20 человек, незрячих, слабовидящих, волонтеров, провести через 6 стран, договориться со всеми министерствами, со всеми нашими партнерами, визы, там, границы, сопровождение. Помимо того, что это еще тренировки в 5 утра, это еще семья, это еще и бизнес. Почему я выбрал эти проекты социальные? Потому что они меня делают сильнее. Главное, что с него брать надо, это спрятать страхи, как он это сделал, и переживания. Он спрятал их так глубоко, что он о них даже не думает.
детстве Бахтияр был очень таким спокойным, можно даже сказать, интеллигентным. Вот если многих детей интересовало на улице арыки, там какие-то стройки, все такое, он любил стихи, выступать на сцене. И вот действительно смысл этого произведения или стихотворения он доносил. И учителя понимали, что он действительно вырастет таким человеком, ну и я сама была убеждена, что он вырастет именно путеводителем. Ну, я родился в 1977 году в городе Алмате. Родители, значит, работали на предприятии Казахского общества слепых. У отца зрение тоже слабо, у него инвалидность, наследственная катаракта, к сожалению, она передается. Вот наследственная катаракта, это передалось, конечно, Бахтияру и моим еще 2 детям. Когда родился Бахтияр, это наш первенец, я, конечно, в роддоме спросила у врача. Я говорю, вызовите, говорю, пожалуйста, окулиста, говорю, пусть, говорю, посмотрят, что как со зрением у ребенка. А она говорит, а в связи с чем? Я говорю, вы знаете, у нас, говорю, у папы, говорю, врожденная катаракта. Да, по моей просьбе пригласили окулиста, и она мне сказала, он родился, говорит, вполне полноценным ребенком. Вот, нет у него глазки, говорит, чистые, дно глазное чистое, можете, говорит, не переживать. Все, я с такой радостью, и папа, радовался, что у него первенец, что у него сын и полноценный, что ему помощник по жизни, его глаза. Но пришло время, ему исполнилось 9 месяцев, он уже ползал. В один прекрасный день, просто сидя с ним, играясь, а я здесь ему купила игрушку новую, и я ему даю эту игрушку, на пол положила, я говорю, Бахтияр, смотри, говорю, мы тебе игрушку купили. Иди, говорю, пойдем, тай-тай. А он так смотрит по бокам, кругом, но не идет к этой игрушке. Ну, я потом собралась, поехала к окулисту. Ну, и окулист мне говорит, вы знаете, к великому сожалению, у него появляются хрусталики. Сразу мысль была, что ждет этого ребенка в жизни. В детстве у меня было очень много комплексов. Я стеснялся там что-то спросить. Я стеснялся о том, что сказать, что у меня зрение плохое. Потому что, в принципе, по мне незаметно, что у меня зрение плохое. Вот так вот мы с вами будем разговаривать, и если бы я не сказал, у меня там 5%, вы бы никогда не узнали об этом. Потому что со временем я научился ориентироваться даже лучше зрячих в пространстве. Иногда зрячих сопровождаю, в горы ходим, там, на лыжах катаемся. Наши родители, нам ничего не запрещали. Велосипед, 5% зрения, я не знаю, я бы, с 5% зрения я бы не купил велосипед своему ребенку, наверное, не знаю. Но мы ездили, мы катались, мы колени расшибали, там, падали, все это было. Сталкивались с разными моментами. Это я просто сейчас, уже будучи родителем, я понимаю, сколько им пришлось пережить вот этих переживаний и терпения. Многие, конечно, и ругали, и говорили, вот слепые котята. Я говорю, ладно, пусть будут слепые котята, пусть слышит весь мир, что нужно относиться к каждому человеку, каждому ребенку, пусть он хоть какой, но с любовью, дать ему надежду, что он нужен окружающим, что он нужен семье, а не считать его отброском общества. Когда мама беременна была на сестренку на 3-ю, ей говорили, для чего вообще ты инвалидов рожаешь, там, зачем? Они же будут балластом общества, ненужными, там, их надо содержать, там. Тогда родители, конечно, столкнулись с сильным непониманием, осуждением в некотором смысле. Кто-то, конечно, поддерживал, были друзья, были знакомые, кто-то поддерживал. И родители сделали все возможное, чтобы поставить нас на ноги, выучить, дать образование. У брата 3 образования, у сестренки 3 образования, только у меня у одного одно образование выше. Поэтому можно и нужно доказывать не кому-то, а самому себе хотя бы. Самому себе можно говорить, ставить планки, идти туда. Ставить планку, идти туда. Человек с инвалидностью очень, к сожалению, много примеров, когда входит в состояние жертвы. То
То есть я не могу, не умею, я вот ничего не вижу, ничего не слышу, и мне сложно. И общество реагирует, резонирует на этих частотах. И как бы да, тебе сложно, вот ты бедный несчастный, тебя жалко, давай-ка мы там тебе будем помогать. Человек быстро привыкает к такой позиции и говорит, а почему вы мне помогали, а сейчас не помогаете? Еще давайте. И помогать надо, принимать помощь тоже надо. Но в этом состоянии нельзя долго находиться, потому что тогда ты сам себе не принадлежишь. Ты перекладываешь ответственность с себя на окружение, на общество. Человек, имеющий инвалидность, для него челлендж – это каждый день. То есть встать, дойти из точки А до точки Б, если для человека без инвалидности это вот на автомате, человеку, имеющему какие-то сложности, он немножко должен прикладывать усилия другие. Но опять-таки со временем это тоже становится на автомате. Она, смотри, она раскололась, оказывается. Нет, я же тебе про это говорю. Когда тебе становится сложно педали крутить, ты делаешь легче себе. Да, все хорошо. Вот это усложнение, это облегчение. Сейчас у нас будет проходить велотренировка очередная. Сегодня мы решили поехать по велодорожкам и посмотреть, насколько они приспособлены для велосипедистов. Также мы сегодня хотим покатать людей. У нас сейчас идет подготовка. Вот такие вот тандемы у нас. Сейчас подготовлено 5 тандемов. И, значит, решили поехать от парка Горького до орбиты и обратно. Основная цель – это показать вообще городу, людям, что есть такие тандемы. На них можно кататься как и семейные, как могут как семейные тандемы быть. Да, вот я, допустим, еду сегодня с сыном. Вот. И рассказать вообще о таком проекте, как «Спорт без границ». Мы сегодня специально одели наши футболочки. Руки расслабили, потрясли, сжали, разжали. И быстрее, побыстрее. Пальцы, а не ты. Нет. Вика, ты же знаешь разминку. Так, Вика, выпрямись. Теперь колено согнуто. Носок. Хорошо. Теперь ногу выпрямили, носок тянем на себя. Вниз пяткой. Вот Там мышцы. должно быть такое приятное ощущение в ноге. Каждый из нас, он может изменить мир. Он способен на многое. И если взять на себя ответственность и сделать выбор в сторону авторства жизни. Не позиции жалоб и иждивенчеств. Через спорт помогаем людям с инвалидностью поверить в себя, встать с дивана, стряхнуться, расправить плечи и с высоко поднятой головой идти в мир. Потому что мы этим самым изменяем в том числе стереотипы общественные по отношению с инвалидностью. Привлекает меня велоспорт, потому как я незрячий полностью. А раньше видел, катался на велосипедах, и это с детства незабываемое ощущение. Поэтому, когда ослеп, меня пригласили в «Спорт без границ». Здесь были тандемы, я попробовал и вспомнил детство и начал опять кататься. Тандем, ему нужен такой более большой разворот. Короче, повернули немножко быстро. И получилось перекос, получилось немножко колесо, сейчас ремонт колеса происходит. Вы там не перерасслабьте. Конечно, мы все тоже берем на себя инициативу, но если бы не Бахтияр, то есть этого проекта не было бы, он бы развалился. Я выбрал донести идею равных возможностей, идею инклюзивного общества в массы. И вот образовался проект «Спорт без границ», в котором мы с ребятами, с единомышленниками пропагандируем идею здорового образа жизни, идею равноправия, равных возможностей. Первый раз я поехал с ними на Иссык-Куль.
В Алматы Иссык-Куль был велопробег, и тогда мне казалось это веселым приключением. Здорово же на велосипеде прокатиться на Иссык-Куль, там покупаться. И мне дали стокера девушку, у нее полностью стопроцентная потеря зрения. Вот. И пока мы ездили, тренировались, я с ней общался, вот, слушал, как она, вот, незрячий человек, открывает бизнес, там что-то делает. И вот эта сила духа, она цепляет очень сильно и вдохновляет. И для меня этот проект как вдохновление, общение с сильными людьми. Бахтияр очень упорный, иногда упрямый, жесткий, но целеустремленный. У капитана очень большая власть, очень большая ответственность. И Бахтияр это как раз таки именно капитан. Вот эти медали у меня появились за крайние 5 лет, с 2016 года. До 2016 года у меня не было вообще никаких медалей. Школьные были награды, грамоты, там что-то было. А сейчас, наверное, килограммов 5 уж точно будет. Но самая, как говорится, сердцу дорогая медаль, это, наверное, вот это. Это Iron Man. Это действительно, я вот горжусь этим. 73. Она первая. Кстати, вот есть и вторая Iron Man. Но вот это, конечно, это, да, вдохновляет. Вот медалька, второе место на республиканском соревновании по шахматам. Первый марафон, где-то тоже здесь медалька есть. Вот это, наверное, 3 медали, я могу самые больше выделить из всех. Вот, ну, остальные финишерские в основном медали все здесь. Забеги, заплывы. У меня был свой ансамбль виолончелистов детский. И мы готовились в Болгарию на конкурс. И делали запись. И как раз-таки делали запись у Бахтияра в студии. Тогда и познакомились. Через какое-то время Бахтияр пригласил меня на встречу, на свидание. Вот я, я, естественно, там прихорошилась, на платьице, каблучке. Пришла, а Бахтияр пришел в кроссовках, в шортах и с 2 велосипедами. И он говорит, я вообще вот хотела покататься. Я говорю, вы знаете, говорю, а я вообще не умею кататься на велосипеде. И вот все первое свидание мы учились кататься на велосипеде. Мои туфли остались там на бордюрчике. Я даже не подозревала, что Бахтияр плохо видит или что-то ему там не видно. Несмотря на то, что он очень загруженный, Бахтияр, он большой романтик. И всегда старается нашу жизнь так приукрасить какими-то неожиданными подарками, сюрпризами, событиями. Прийти утром, может разбудить, сказать, ну все, быстренько собирайтесь, мне срочно надо ехать, у меня там работа там где-то там в Бассерке. Там, в общем, меня там ждут ребята, срочно надо собирать детей, поехали. Едем ни свет ни заря куда-то, едем, приезжаем, выясняется, что никто его там не ждал, а ждал у нас там воздушный шар. И он просто хотел нас сюрпризом покатать на нем. Я вот сейчас не помню точно, когда я узнала об этом, но я точно помню тот момент, когда мама Бахтияра меня посадила, сказала, Гульнара, говорит, ну, ты, наверное, знаешь, я не знаю, говорит, те, кто сказал Бахтияр или нет, но он, говорит, инвалид первой группы по зрению. Ну, вот эту историю всю рассказала мне мама Бахтияра. Я говорю, вы знаете, я не вижу в нем никаких изъянов в этом плане. И вообще это, последнее, о чем я буду думать в жизни. Ну, вот так получилось, что у нас вот 4 детей, 3 из них имеют такую же проблему. Но сейчас есть возможность прооперироваться и поставить искусственный хрусталик. Тем самым зрительный нерв продолжает работать, и просто имплантант стоит хрусталика глаза, и человек, то есть у меня дочка, она, допустим, видит нормально. Я до сих пор переживаю, то есть сам понимаю, что да, то есть я сам это все прожил, но когда это отразилось на детях, у меня очень сильные были переживания. Реально, очень сильные переживания, и до сих пор эти переживания проходят, потому что это все-таки и ответственность. И, понятное дело, я сделаю все возможное, чтобы мои дети стали такими же полноценными членами общества, участниками общества, полезными обществу людьми. И что мне остается? Просто подавать пример своим детям, вселять в них также уверенность,
в свои возможности и раскрывать их потенциал. Ну вот по поводу его зрения очень много вот как бы вот таких возникает вопросов. Мне тоже, он же, ну как бы, он же видит, он ориентируется. Я говорю, ну видеть можно по-разному. Я знаю, когда, например, если идти в тумане, мы видим, идем по знакомой улице, но, допустим, густой туман. И мы идем и примерно понимаем, что вот здесь стоит омега-центр, здесь стоит там гостиница «Казахстан», да, но мы ее достраиваем в голове. Вот это тот принцип, по которому видит Бахтияр. Когда мы ехали в Париж, я ехала на машине сопровождения, у нас машин не хватало, и нам пришлось выехать мне. И когда едешь целый день 20 км в час за велосипедистами, ну представьте вот это вот, а потом спишь по всего там 4-5 часов, потому что там конференции, встречи. В дороге уже, когда едешь, ну отдыхать полноценно не получается. И вот я еду, Бахтияр едет как капитан завершающей колонны, и он мне в какой-то момент по рации перед Гульнара говорит: не спи, у тебя колесо съезжает на обочину. Он это слышит. Он мне говорит, ну я говорю, ну как ты все видишь? Ну, говорит, ты едешь ровно, говорит, я слышу шум машины. Потом, говорит, слышу, говорит, как шумит, правая сторона шумит, по обочине уже галька под колесами. Говорит, ну, ты, говорит, засыпаешь, говорит, за рулем? Проснись, говорит. Ну, вот эта полочка, можно так сказать, как аллея славы, наверное, да. То есть я специально выставляю вот эти вот кубки, медальки для того, чтобы в сложные моменты именно они давали вот эту визуализацию, вот это вот вкус победы, тот запах вот этого преодоления вот этого всего. Это действительно они вдохновляют. Ты смотришь на это, говоришь, блин, надо топить. И здесь еще много проектов, здесь еще много можно успеть. Вот кубок, например, Нижний Новгород, министр спорта нам вручал такие вот кубки. Это когда в рамках веломарафона Астана-Париж. Вот, ну, так получилось, что я стал победителем второго сезона «100 новых лиц Казахстана». Мою кандидатуру выдвинули, я даже сам сначала не знал, но потом, когда сказали, что вот вас выдвинули, будете участвовать, и было приятно, что я стал победителем. Это очень действительно такой, ну, вдохновляющий результат для меня, потому что, ну, признание не только там главы государства, там, это признание, наверное, народное признание. Это то, что пробежал марафон, международные награды, айронмены, это вот Астана-Париж, это все то, чем я могу смело гордиться и говорить, что да, я это сделал. Но это не для того, чтобы показать, какой вот я такой весь, такой себя крутой. Нет, это для того, чтобы сказать, что, ребята, даже с 5% зрения можно быть полноценным. У меня вот такие поводы для гордости. Это круто, если каждый не будет оглядываться: ой, бай, там кто-то выше дом построил, сейчас мне надо кредит взять, там что-то еще выше сделать. Ну, не надо на это обращать внимание. Вот, мы такие, какие есть. Там, такой у тебя телефон, ходи, радуйся с ним. Такие у тебя глаза там, радуйся этому. Он не считает себя каким-то ограниченным человеком. Он считает себя полноценным, достойным человеком, который может все. Он дал возможность жить и показал, и дал пример, как можно просветать и как можно жить прекрасно, радуясь каждому мгновению своей жизни и принося пользу окружающим и стране. Я являюсь мотивационным оратором, спикером. Меня приглашают на выступить перед студентом, перед молодежью. И я с удовольствием это делаю, потому что если даже один человек от моей речи, от моего примера загорится, сделает что-то тоже важное, нужное для страны, для планеты, да ладно, для своего подъезда, для своего дома, да, это уже будет круто. Кто-то же смог построить ракету, кто-то же смог запустить ее в космос, построить самолеты, изобрести велосипед. Возможностей миллион на ровном месте. Очень приятно. Честно говоря, я очень тронута, очень вдохновилась, можно сказать, вдвойне вашей историей. Почему? Действительно, вы уникальный человек. Я так считаю. Вы много чего делаете не только для себя.
и для общественности. Дай Бог здоровья вашей супруге, Спасибо вашим большое. детям, чтобы у вас в жизни все всегда получалось, да? Хочу, чтобы вас многие узнали, чтобы о вас многие знали. Не только в Казахстане, пусть и за рубежом, пусть весь мир о вас узнает. Спасибо Удачи большое, вам. Зарина. Алга, Казахстан!